در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های مرکز آسیا 2025 امروز تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازی خود به مصاف تیم ملی تاجیکستان رفت. این دیدار که با امید فراوان برای پایان دادن به طلسم شکست‌های چند ساله برگزار می‌شد، در نهایت با نتیجه 2-0 به سود تاجیکستان پایان یافت. افغانستان بازی را خوب آغاز کرد. در همان دقایق ابتدایی چند حمله خطرناک روی دروازه حریف ترتیب داد، اما با گذشت زمان نظم و تمرکز تیم از بین رفت و تاجیکستان نبض بازی را در اختیار گرفت. در دقیقه 23 برخورد توپ به دست محبوب حنیفی در محوطه جریمه افغانستان داور را وادار به اعلام پنالتی کرد. احسان پنجشنبه پشت توپ ایستاد و آن را به گل تبدیل کرد تا تاجیکستان 1-0 پیش بیفتد. نیمه دوم اما همان تصویر نیمه اول را داشت. نه خبری از تغییر تاکتیکی بود، نه تعویضی مؤثر. افغانستان بیشتر به دفع توپ مشغول بود تا خلق موقعیت. در دقایق پایانی و روی اشتباه مدافعان، تاجیکستان گل دوم را هم به ثمر رساند و کار را تمام کرد. حالا افغانستان با 2 شکست در قعر جدول گروه بی ایستاده است. در بازی بعد این تیم روز پنجشنبه با تیم ملی هند روبرو خواهد شد، دیداری که میتواند آخرین فرصت برای جبران باشد. Всем привет! С вами Дмитрий, и сегодня наш футбольный маршрут направлен в Таджикистан, где в рамках Кубка Центральной Азии во втором туре группы B на футбольное поле выйдут сборная Таджикистана и сборная Афганистана. Друзья, а если вы еще не подписаны на мой канал, нажмите кнопочку подписаться. Это очень важно для моего канала. А также под видео нажмите кнопку лайка для продвижения выпуска в рекомендации. И все, кто желает поддержать одну из команд, могут оставить свой комментарий под видео. А мы тем временем отправляемся в город Гисар, на центральный стадион Гисара, который готов разместить на своих трибунах 20 тысяч зрителей. История личных встреч. В своей футбольной истории команды провели между собой 8 матчей. И здесь полное преимущество на стороне Таджикистана. У команды 7 побед и 1 матч завершился в ничью. В активе сборной Таджикистана 18 забитых мячей. На счету Афганистана 4 взятия ворот соперника. Свой предыдущий матч команды провели в ноябре 2024 года в рамках международного товарищеского матча. Со счетом 3-1 победу одержала сборная Таджикистана. Как команды стартовали на данном турнире? В первом туре сборная Афганистана играла против сборной Ирана. И полное игровое преимущество было на стороне футболистов из Ирана, которые одержали победу со счетом 3-1. За Афганистан на 21-й минуте мяч забил Мусави. Сборная Таджикистана играла против сборной Индии. И на 13-й минуте матча Таджикистан проигрывал 0-2. На 23-й минуте Самиев отыграл один мяч 1-2. В
Реальный шанс сравнять счет в этом матче имел Саиров на 73-й минуте, но не реализовал 11-метровый удар. 1-2 – сенсационная победа сборной Индии. В турнирной таблице группы B у сборной Таджикистана и у сборной Афганистана по 0 набранных очков и третье и четвертое место соответственно. Предлагаю поближе познакомиться со сборной Афганистана. В международном рейтинге FIFA команда занимает 161 место. Главный тренер команды – представитель Узбекистана Усмон Тошев. Капитан команды Захиб Ислам Амири. Он же является самым опытным игроком сборной Афганистана за всю историю. 71 проведенный матч. Достижения команды. В финальной стадии Кубка Азии участия не принимали. В финальной стадии Чемпионата мира также участия не принимали. А вот в 2013 году сборная Афганистана стала победителем Кубка Федерации футбола Южной Азии. Тактика команды на игру. Тренерский штаб предпочитает схему 4-1-2-3. В атакующей линии команды играют Мусави, Скандари, Кухьяр, Рахими, Акбари, Назари и Ахади. На позиции вратаря играет Файсал Хамиди. В рамках квалификации на чемпионат мира 2026 сборная Афганистана играла в группе А против сборной Катара. Проиграли 8-1 и ничья 0-0. Против сборной Индии одержали победу 2-1 и ничья 0-0. И против сборной Кувейта 2 поражения 0-1 и 0-4. В итоговой турнирной таблице набрали 5 очков и заняли 3 место и завершили свои выступления в квалификации на чемпионат мира. В данном сезоне сборная Афганистана принимает участие в квалификации на Кубок Азии 2027 и провели 2 матча. В первом туре играли на выезде против сборной Мьянмы и проиграли со счетом 1-2. Во втором туре на своем поле принимали сборную Сирии и также уступили с минимальным счетом 0-1. В турнирной таблице у сборной Афганистана 0 очков и предварительно 3 место. Переходим к сборной Таджикистана. В международном рейтинге FIFA команда занимает 106 место. Главный тренер команды – представитель Грузии Гела Шакиладзе. Капитан команды Ахтам Назаров. Он же является самым опытным игроком за всю историю. 80 проведенных матчей. Достижения команды. В финальной стадии чемпионата мира участие не принимали. В финальной стадии Кубка Азии принимали участие 1 раз. Случилось это в 2024 году. На групповом этапе сыграли в ничью 0-0 против сборной Китая, уступили сборной Катар со счетом 0-1 и одержали победу со счетом 2-1 над сборной Ливана. В итоговой турнирной таблице набрали 4 очка и вышли в 1/8 финала, где соперником была сборная Объединенных Арабских Эмиратов. Основное время поединка завершилось в ничью 1-1. За Таджикистан мяч забил Ханонов, а в серии после матчевых пенальти со счетом 5-3 победу одержал Таджикистан и вышел в 1/4 финала, где соперником была сборная Иордании. И матч получился по-настоящему боевым. С минимальным счетом 1-0 победу одержала сборная Иордании. И сборная Таджикистана завершила свои выступления. Тактика команды на игру. Тренерский штаб предпочитает схему 4-1-4-1. Лидеры команды: Назаров, Умарбаев, Джурабаев, Камолов, Мабатшоев и Симаев. На позиции вратаря играет Мухридин Хасанов. В рамках квалификации на чемпионат мира 2026 играли в группе G
Против сборной Иордании ничья 1-1 и поражение 0-3. Против сборной Саудовской Аравии ничья 1-1 и поражение 0-1. Против сборной Пакистана 2 уверенные победы 3-0 и 6-1. В турнирной таблице команда набрала 8 очков и заняла третье место и не смогла пробиться в финальную стадию квалификации. На данный момент команда принимает участие в третьем раунде квалификации в финальную стадию Кубка Азии 2027 года. В первом туре в Душанбе переиграли Восточный Тимор со счетом 1-0. Единственный забитый мяч на третьей минуте оформил Ханонов. Во втором туре играли выездной матч против сборной Филиппин. И обе команды сыграли в красивый атакующий футбол. Итоговый счет на табло – результативная ничья 2-2. За Таджикистан мячи забивали Мабаджоев и Умарбаев. В турнирной таблице группы А сборная Таджикистана набрала 4 очка и предварительно занимает первое место. Впереди еще 4 матча и согласно регламента турнира в финальную стадию Кубка Азии выходят только победители групп. Как мы видим, сборная Таджикистана на данный момент является крепким середнячком азиатского футбола. И подводим итог. По моему мнению, фаворитом в этом матче является сборная Таджикистана. На правах хозяев поля команда попытается завладеть игровым преимуществом, чтобы играть первым номером. Прессинг на всех участках футбольного поля и контроль мяча. Сборная Афганистана будет уделять особое внимание командной игре в обороне и рассчитывать на стремительные контратаки. Еще один ключевой фактор в этом матче будут стандартные положения. Думаю, домашние заготовки будут реализовываться на футбольном поле. В этом поединке я болею за сборную Таджикистана, желаю команде реализовать все свои голевые моменты и добиться положительного результата. Мой прогноз на эту игру – уверенная победа сборной Таджикистана со счетом 2-0. А ваши прогнозы на этот матч, а также за кого болеете, оставляйте в комментариях. Друзья, поддержите мой канал, нажмите кнопочку подписаться. Это очень важно для моего канала. А также под видео нажмите кнопку лайка для продвижения выпуска в рекомендации. Матч сборных Таджикистана и сборной Афганистана состоится 1 сентября. Начало поединка 20 часов 30 минут по времени Душанбе. А с вами был Дмитрий. Еще увидимся на футбольных полях. До новых встреч. Пока-пока.